в Израиле, скажем, коммерческие структуры подстраиваются под любую группу. Вы звоните по телефону, и вы слышите, для иврита нажмите 1, для русского 2, для испанского 3, для английского 4, арабский 5. И как бы вы можете без этого обойтись. Но попадая в госструктуры или в какие-то организации, которые вам нужно решать повседневные проблемы, даже судопроизводство, вы обязаны знать иврит. Для устройства на работу нужно знать иврит. Скажем, те курсы, которые предоставляются там, они дают какую-то базу начальную. Все зависит от человека. Скажем, если вы хотите продвинуться и работать в офисе, вам нужно высокое знание иврита, для этого надо постараться. Хотите работать в другой какой-то более простой профессии, строителем, иврит не нужен. Он потом нахватается, он будет знать определение, как сказать молоток или гвозди. Это он получит. Значит, он больше его не захотел. Значит, не было у него больше потребности знать. Теперь от каждого по способности и по потребностям. Если вы хотите устроиться на работу, и вам нужно продвинуться, и вы хотите чувствовать частью своего общества, те же самые испаноговорящие, у них большой плюс перед теми, которые приезжают из бывшего Советского Союза. Потому что в основном в западных странах иврит культивировался. Еврейские группы, еврейские общины могли себе позволить иметь школы. Так что те люди, которые приезжают из западных стран, у них уже есть какая-то основа. Не такая, как, скажем, которую они приобретают там в ходе общения, но основу в школе они получали. Если, конечно, там родители не считали нужным его отправить в эту субботнюю еврейскую школу или еще что-то. Еще один главный фактор, что это другой пример, потому что я учил сам, у меня не было этой основы. Но еврей, когда он достигает 13 лет, это совершеннолетие, происходит ритуал бар-мицвы. Ритуал бар-мицвы это один из самых важных стадий жизни человека. Бар-мицва, свадьба – это самое важное, что может произойти с человеком в его жизни. Он стал совершеннолетним, и он создал семью. К моменту, когда ему исполнится 13 лет, он должен прийти в синагогу. Это тот возраст, когда он может подойти к Торе. До 13 лет, скажем, в 12 лет, 12,5, его начинают водить к раввину. И раввин, он является тем источником языка. Он читает с ним Тору, объясняет ему эти слова, которые он читает. Может, мальчик прочтет в 13 лет, он прочтет это машинально, потому что он заучил этот текст. Но в дальнейшем, потому что это часть культуры, религия это часть культуры, и, скажем, не назовем это религией, это культурная масса, в которой они живут. Это та культура, которую они сохранили за 5000 лет, которую они пронесли и с трепетом к ней относятся, как те буквы, которые написаны в Торе. Мальчик в 13 лет должен это прочесть. И как он прочтет, это зависит многое. Он должен прочесть без запинки, значит, он готов, и он стремится к тому, чтобы стать частью этой общины. В дальнейшем, каждый день мало кто ходит, скажем, в синагогу, но в каждую пятницу они идут в синагогу, потому что это форма общения общины. Потому что, приходя в синагогу, это не только молиться. Они рассказывают друг другу о том, что произошло дома, какие дела по бизнесу, заключить сделки и прочее, прочее. Но, опять-таки, он берет книгу с этим языком. И он должен ее опять читать. И он читает вместе со всеми. Так что он знает, что он читает, и он знает эти буквы. Это часть его души, часть его самосознания. Каждая буква – это часть еврея.